Добрый день, уважаемые родители! С вами Мадина Белялова, профессиональный коуч, профориентолог, мама троих детей. И мы продолжаем с вами говорить о навыке учиться. И один из самых важных составляющих навыка учиться – это навык планирования времени. О тайм-менеджменте, наверное, только ленивый не говорит. Мы слышим об этом практически из каждых передач, из YouTube-каналов и видим это в книгах. Но вот как же правильно научить ребенка пользоваться временем или управлять своим временем? В неделе 168 часов. Вы когда-нибудь задумывались, как эффективно вы пользуетесь этим временем? Для того, чтобы начать планировать и управлять временем, я хочу предложить вам маленький эксперимент. Прежде чем мы начнем с вами планировать время, управлять временем, нам нужно понять, из какого принципа вы относитесь ко времени или ваши дети. Что для этого нужно сделать? Поставьте сейчас перед собой таймер и установите его на 1 минуту. Как только я объясню упражнение, вы спокойно сможете поставить видео на паузу и выполнить его уже не торопясь. Обратите внимание, вы поставили на таймере 1 минуту. Прикрывая глаза, включите таймер и начните про себя с закрытыми глазами считать минуту, как если бы у вас внутри была секундная стрелка, которая отбивает ровно 60 секунд. Как только таймер 1 минуты пройдет, вы услышите сигнал. В этот момент открывайте глаза и запомните цифру, до которой вы досчитали. Я более чем уверена, что у всех у нас с вами получатся разные цифры. И это говорит о том, что у нас с вами у каждого есть внутреннее собственное ощущение времени. Давайте проверим, какие цифры получились у каждого из нас. У нас с вами есть группа номер 1, которая называется «Вне времени», и чаще всего показатели у этой группы до 55. То есть это люди, которые, по сути дела, не торопятся по жизни. Это люди, которые думают, прежде чем что-то сделать. А еще они несколько раз перепроверяют, чтобы не делать лишних движений и снизить процент ошибок. Иногда нам хочется вот таких детей очень сильно поторопить, да? Особенно если вы представитель других групп. Вторая группа – это группа людей, которые называются люди времени. И чаще всего показатели у этой группы попадают в промежуток 56-65. Если вы представитель этой группы, кстати говоря, статистически говорят, что таких людей больше всего на свете, потому что благодаря им все идеи реализуются, доводятся до конца, и, по сути дела, все проекты завершаются. Вот это группа, с которыми очень важно просто договариваться, когда, как, каким образом нужно сделать ту или иную задачу. И чем четче здесь договоренности, тем больше вероятность того, что результат будет именно такой, который вы хотели, который вы планировали. И есть третья группа людей, которых мы называем опережающее время. Это такие ракеты, тайфуны, опережающее время. И чаще всего это люди, у которых показатели всегда больше 66. Вот представляете, вы, например, взрослый человек, представитель группы опережающие. Это люди смелые, инициативные, это люди, которые предпочитают действовать, нежели размышлять, а в вашей семье ребенок, который родился с внутренним отношением и чувствованием времени вне времени. Поэтому каждый раз, когда ваш ребенок только собирается что-то сделать, у вас уже возникает ощущение раздражения и желание его подтолкнуть или как-то простимулировать, чтобы он сделал что-то быстрее. На самом деле взаимодействовать со всеми представителями группы очень важно научиться, потому что все 3 группы полезны и нужны в жизни. Представляете, люди вне времени – это люди, которые могут увидеть риски, которые могут просчитать возможные проигрыши. Да? Мы их еще называем риск-менеджерами. Люди времени – это люди, классно умеющие доводить дела до конца. Чем четче цель, чем четче план, тем больше результатов. А опережающее время – это смелые, это революционеры, те, которым нужно
сбегать вперед быстрее всех и увидеть перспективу, чтобы вернуться и рассказать, как там впереди, чтобы мы уже с вами могли двигаться вперед спокойно и не напрягаясь. Поэтому самая главная задача, прежде чем вы начнете договариваться со своими детьми, ставить для них какие-то временные ориентиры, четко понимать, к какой группе относитесь вы и к какой группе относится ваш ребенок. Ну что, уважаемые зрители, я предлагаю вам сделать этот эксперимент дома со всеми членами семьи. И обязательно поделитесь своими результатами в комментариях к этому видео, потому что именно этот результат мы будем с вами использовать в следующих уроках для планирования времени и, по сути дела, использования тайм-менеджмента в жизни не только взрослого, но и вашего ребенка. С вами была Мадина Белялова. Увидимся в следующих уроках.